Ленское речное пароходство пытались обанкротить. Сегодня в арбитражном суде Якутии рассмотрели иск Челябинской Промтек к ЛОРП. Суть разбирательства в долге пароходства в 1,5 миллиона рублей. Подробности этой истории в материале Виталия Абрамова. Основой для рассмотрения дела стала заявка компании «Промтек», в которой утверждалось, что Ленское объединенное речное пароходство по договорам поставки с декабря 2012 года по август 2013 задолжало более 1,5 миллиона рублей. В декабре 2012 года ЛОРП объявил торги на поставку спецтехники. Конкурс выиграла уральская компания. В данном случае они поставляли бульдозер для самого дальнего нашего подразделения на Индигирке, Белогорского речного порта. Естественно, пока техника дошла туда, было обнаружено, что она абсолютно некондиционна, в связи с чем мы предъявили соответствующие претензии. И с этого момента начинается череда судебных процессов. Сначала в суде Якутии ЛОРП проигрывает дело. Тогда пароходство отправляет встречный иск уже в Челябинский суд, который взыскивает с ответчика порядка 2 миллионов за товар ненадлежащего качества. Однако у стороны истца своя правда. Промтек по большому количеству договоров поставляла различные товары в ЛОРП. Когда накопился по этим договорам долг, Промтек подает иск к Ленскому пароходству. После этого, понимаете, получается ситуация какая. Я так понимаю, юристам ЛОРПа пошла команда накопать. И после этого рождается какой-то история про этот бульдозер. А введение процедуры банкротства ЛОРПа челябинцы считают, что вступившие ранее в силу решения суда обязательно к исполнению. Есть требования закона о банкротстве, которые предусматривают необходимость